В Бирске и Бирском районе проживает более 14 тысяч пенсионеров. И независимо от того, кто они – ветераны войны и труда, труженики тыла или просто люди преклонного возраста, помощь и забота никого не обходят стороной. Ведь республиканские социальные программы, в особенности касающиеся данной категории населения, эффективнее работают там, где местной власти не безразлично, как живется пенсионерам. Так, в Бирске в 2002 году произведен капитальный ремонт жилья для инвалидов Великой Отечественной войны и вдов погибших на сумму более 1 миллиона рублей. Это почти вдвое больше запланированного. Успешно функционирует специальный дом-ветеран с благоустроенными квартирами, комплексом медицинских услуг, столовой, социальным такси и приусадебным участком. Открыты 2 отделения – временного пребывания и дневного пребывания. А на одной из центральных улиц города, напротив Парка Победы, выросло новое здание пенсионного фонда. Это прекрасное здание из мрамора, начиная с улицы, кончая до 4-го этажа, все из мрамора. Причем для пенсионеров, даже инвалид Отечественной войны или там любой инвалид приходит в колясках, может спокойно зайти в это здание. Не так, как раньше придет, бывало, на улице, кого-то попросит, зайди, пожалуйста, и так далее. А тут он самостоятельно решает все вопросы его. Причем в первом этаже находятся главные специалисты, которые назначают пенсию, которые могут ответить на любые вопросы, потому что главные специалисты находятся в первом этаже. Это очень хорошее здание, тоже красивое для нашего города. Город это украшает. Оксан Билалович, вы более 10 лет возглавляли Совет ветеранов труда, войны и вооруженных сил и правоохранительных органов. Последний год вы работаете на должности заместителя председателя. Ветераны, пенсионеры каждый раз к нам приходят за разъяснениями о законах ветеранах и другими вопросами, о жилищных и бытовых вопросах обращаются к нам. Мы им разъясняем, что положено этим людям, какие льготами должны пользоваться и так далее, там, какие организации пойти дальше и похлопотать, и оказываем помощь. Мы заходим к главе администрации обязательно, чтобы помочь этому человеку, который пришел к нам, пенсионер. А глава администрации у нас очень хороший товарищ Николай Васильевич Бобер. Это любое время, когда не зайдешь, он всегда решает вопросы положительно в отношении пенсионеров. Вместе с администрацией города и района решают бирские ветераны многие насущные проблемы. А еще Оксан Билалович рассказал, как в далеком 1964 году при закладке этого парка жители города перечислили свой однодневный заработок на строительство памятника. Не случайно вспомнила об этом. Можно подолгу перечислять факты заботы и помощи администрации, правительства, или же требовать от них по праву положенное. Но давайте не будем забывать, что от нас самих тоже многое зависит. От конкретных дел наших, от внимательного и бережного отношения к людям пожилым. Будь то твой дед, ветеран в сединах и орденах, или незнакомая бабушка в автобусе. Помощь и уважение к ним – это наш долг. Если хотите, гражданский.